Вдоль моря громады утесов сплотились в единый утес. Над ними колосс из колоссов, Ай-Петри их всех перерос. Деревья, как сборище теней, воздушно, толпясь по скалам, под сумраком с горных ступеней кивают задумчиво нам. На этой чудной земле родился человек, чья судьба превратила жизнь в некое удивительное символическое явление. Как известно, у каждого народа своя история, своя неповторимая судьба, свои коллизии, свои напряженно-драматические, трагические повороты. Все, с чем связана судьба крымско-татарского народа, состояние его культуры отразилось в многогранном творчестве и в судьбе Шамиля Аль-Адина, творца и гражданина, художника и созидателя. Стоит на юге гор предел, шуршит в камнях змея, вот здесь Сержи. Здесь песни пел, здесь родина моя. Меж высоких гор Ай-Петри и густых лесов маленькой деревушки Махульдур в начале нынешнего столетия родился поэт и писатель Шамиль Аль-Адин. В эти горы и в леса 4-летний Шамиль вместе с братом Юнусом ходили за дровами, а в 6 приходилось вместе со взрослыми ходить на прогулку на табачные и виноградные плантации. Приходилось помогать во всем. Свою родную деревню, будучи писатель и поэт, в повести «Теселли», что в переводе с крымско-татарского означает «утешение», описывает так. «Көк қартал қаялары етегінде, Тілкі кечті дересінің эке яқында, қадими юке ве емен тереклері арасында бадемлик койчеги ерлешкен. Вдали, меж гор, расположилась деревня Бадем. Дороги, ведущие к ней, трудные. Высокие, крутые скалы как бы отгораживают и защищают ее от всего мира. Но когда гремел гром и лил дождь, казалось, эту деревушку не могли заслонить даже высокие скалы. Чудесные пейзажи гор, прекрасные лесные чащобы, трудовая атмосфера семьи, буквы алфавита, которым научил сельский учитель. Вот первые впечатления детства. Не демек, сен аңлатмаңа. Gençlikte, көйлерде первасыз кечкен самими sevgimiz değil mi? Работавшая с раннего утра и до позднего вечера горная деревня и простая, дружная семья с малых лет воспитала Шамиля суровым, но доброжелательным, привычным к любой работе, человеком чутким к радости и красоте жизни. Иногда кажется, что жизнь избирательна по отношению к людям. Она словно предпочитает сильных и волевых, проверив каждого в горниле суровых испытаний. И когда я закончил 3 класса в нашей школе, вот где нет самого здания сейчас, в Бахчисарае, я слышу, что в Бахчисарае открывается новая школа, татарская школа. Я попросил отца, отец мне разрешил поступить в эту школу. Я поехал туда. Исмаил Эфенди, который нас учил, который являлся муллой нашей деревни, он посадил на подводу своих 2 сыновей и меня и повез в Бахчисарай. Пройдет время, и маленькая проселочная дорога, ведущая от Махульдура к Бахчисараю, выведет Шамиля Аль-Адина на большую дорогу жизни. Окончив 7-летнюю гимназию в Бахчисарае, Шамиль Аль-Адин поступил в Симферопольский педагогический техникум.
Для молодого Шамиля Алядина началось время творческих поисков. Он стал постоянно, регулярно публиковаться на страницах газет. В 1932 году Крымское государственное издательство под редакцией известного крымско-татарского поэта Шемизаде выпустило первый сборник стихов «Земля радуется, радуется небо». Каждое время отмечено своей романтикой. 20-е и 30-е годы защита социалистического отечества, служба в рядах армии для тогдашней молодежи являлась самой высокой и благородной романтикой. Она вошла не только в произведение, но и в жизнь Шамиля Сеидовича. В конце 1932 года он добровольцем призвался в ряды Красной армии. В одном из живописных украинских городов окончил Красную казачью полковую школу. После служил командиром отделения, а затем уже взвода. Увиденное и пережитое нашло свое отражение во втором сборнике Шамиля Алядина «Песня красного казака». Поэт здесь обратился к поэтической фантазии, художественному вымыслу. Вглядываясь в незначительные, на первый взгляд, явления действительности, художник стремился поднять их до уровня больших обобщений. С течением времени форма поэтических произведений становится тесной для тех жизненных впечатлений, которые накопил поэт. В 1936-1939 годах в литературных журналах публикуется ряд его повестей и рассказов. Шамиль Сеидович становится членом Союза писателей СССР, а в 1939 году председателем Союза писателей Крыма. И тут я наблюдал, как начали вытаскивать этих старых интеллигентов из их квартиры, как начинали их сажать, арестовывать, сажать, расстреливать. Всех до единого крымско-татарских старших интеллигентов ни одного не оставили, чтобы он умер своей смертью, а вот его, их всех расстреляли. В 1941-м война приходит в Крым. Собрал членов президиума и сказал: товарищи, мне нужно на фронт. Давайте на мое место назначьте кого-нибудь. Вот Фатима, жена, с которой я только год была женился, значит, она одна провожала меня на Симферопольском вокзале. Со стороны Севастополя пришел эшелон, но это не из Севастополя, оказывается, из Бахчисарая. Полный эшелон, даже дверь открыть невозможно было. Меня в окно закинули просто 3 человека просто своей торбой. Я приехал в Одессу, там Крым входил в Одесский военный округ, там меня определили в 130-й полк 9-й армии. Осенью 1945 года нас немножко задержали после войны, в третий украинский фронт был. Приехал, значит, еще длинная шинель сохранилась у меня, длинная, с длинным разрезом сзади, и шпоры, все такое. И я иду, ни одного татарина не вижу в городе. Значит, жили мы на Жуковской, 20, дом специалистов. Поднялся на 3-й этаж, на наш этаж, постучал. Значит, женщина приоткрыла дверь на цепочку. Цепочку я пребывал сам перед войной. Вот настолько посмотрела на меня, ушла. Мне представляли эту квартиру в 1938 году Совет министров, Совнарком Крыма. А я перед войной написал одну пьесу, «Нянкеджан ханум» назывался. Это о жизни дочери Тохтамыш хана.
Думаю, может быть, эта рукопись уцелела, где-нибудь завалялась. И потом у меня масса книг было дома, энциклопедии там и так далее. Потом мне жена рассказывала, что книги мои немцы сожгли, а рукописи забрали. Да, жизнь крепко била поэта-кавалериста, участника Великой Отечественной. Но его характер и внутренняя духовная сила только закалились. Его талант только расцвел. В послевоенные годы издаются ряд его романов и повестей на крымско-татарском, русском и узбекском языках. На чужбине писателю не дает покоя ностальгическая тема, огражденная многими рядами не только красных флажков, но и колючей проволоки. Это тема утерянной Родины. Наибольшую популярность и любовь у читателей завоевала повесть «Иблисның зияфетіне давет», что в переводе с крымско-татарского означает «приглашение на пир у дьявола». Писатель дерзнул обратиться к запретному периоду крымско-татарской истории. В захватывающем документально-художественном произведении повествуется о трагической судьбе крымско-татарского просветителя, демократа, поэта и учителя Усейна Шамиля Тохтар-Газы, погибшего от рук наемных убийц. Читатель знакомится с его современниками Исмаилом Гаспринским, с Бекером Чобанзаде, с Абдурашитом Медиевым и другими истинными интеллигентами крымско-татарского народа, с образованными людьми своего времени. В 60-е годы издаются романы Шамиля Алядина «Эгер севсень, если любишь», «Фонари горят до рассвета», где повествуется о постоянном внутреннем нравственном совершенствовании человека, о его закалке в труде. Роман «Фонари горят до рассвета» был признан одним из лучших романов Узбекистана. В узбекистанский период его творчества появляется целый ряд его произведений, таких как «Эльмаз», «Сломанный кинжал», «После бури», «Мраморные ступени» и другие. Dalgalarının sesi gelir akşam uzak yalıdan, yüreğimi hasredelir haberin yok alnından. Görüşecekse ad üstünde gözlerimi bakıldım, silkelengen koç üstünde sırlarını taşıdım. Şimdi geldim ben kapına sen yüzünü görmeye, oklardan saçlarını öncelimden örmeye. Şimdi geldim ben kapına sen yüzünü görmeye, oklardan saçlarını öncelimden örmeye. Pencerenin odundaki selbin için sallanır, niçin benim gönlümdeki hisler sana bağlanır. Gel bu gece ay yarısa sahillerde gezeyim, unutulgan bir tarihten yanmak neticeyim. Neler geldi neler geçti bu belalı başımdan, karlı Karpatlı içtim yıldırım yaşımdan. Все остальное в нашей литературе и культуре вращалось вокруг Шамиля Алядина. Его вклад в нашу литературу неоценимо просто. Вот он один создал школу. Школа Шамиля Алядина, все писатели нынешнего поколения и журналисты, все прошли через эту школу. В 1965 году, когда мы пришли в газету, если бы не было Шамиля Алядина, мы бы все разбежались. Никто без нас не остался там.
Вот на наше счастье этот человек появился там, и этот человек нас остановил. Он нас остановил, собрал вокруг себя и создал, знаете, вот одну рабочую комнату превратили в класс. Он всех нас загнал в этот класс, и каждый день мы там занимались. Другого выхода просто не было. По-другому выучить язык не было возможности. Последнее произведение, написанное писателем в годы депортации, была повесть «Я ваш царь и бог». И что примечательно, после его публикации на страницах газеты «Крым» через несколько месяцев, летом 1994 года, Шамиль Сеитович вместе с семьей вернулся домой в Симферополь на постоянное жительство. В этом произведении мастерски сконцентрирована народная память о депортации, о геноциде, об их жертвах. Сюжет этой невыдуманной повести выхватил из пространственно-временной бесконечности то прошлое, которое крымские татары никогда не забудут. То прошлое, которое на судьбу каждого из них наложило свой небывало трагический отпечаток. То прошлое, которое сегодня остается настоящим. Да, писатель звание почетное и многотрудное, особенно когда живешь вместе с народом и в горе, и в радости. Переносишь с ним все тяготы, выпавшие на его долю, а значит и на твою долю. А можно было устроить ведь судьбу иначе, лучше. Писать хвалебные псалмы и оды времени, слагать гимны величавой эпохи, раболепствовать. Но всем распоряжается совесть. А если она есть, не даст она уйти на скользкую дорожку временщика подпевалой. Вот по такой жизненной философии и сложилась творческая и гражданская судьба народного писателя, писателя-аксакала Шамиля Сеитовича Алядина. Видно, так воспитали родителей и учителя, так споил его родней культурой, его народа, что писал он всегда то, что на сердце, а посему творческий жизненный путь Шамиля Алядина – это живая история крымско-татарской литературы и культуры последних 6 десятилетий.